Надеюсь, что мои мысли о будущем народов Севера, арктических улусов нашей республики получат свое воплощение в конкретных планах и программах органов государственной власти, органов местного самоуправления. Люди Севера заслуживают достойной жизни, прекрасного будущего. Елена Голомарева. Раннее утро. Дома тихо и вкусно пахнет кофе и оладушками. Так начинается новый день народного депутата Елены Христофоровны Голомаревой. Обычный рабочий день, расписанный буквально по минутам. Природа у нас как живая. И вода, и лес, и земля. Все это как бы дышит и говорит с нами. И во всем благословляет с малых лет. Не зря при рождении ребенка, да, особо мальчиков говорили, что это пришел хозяин земли, что от того, как он будет расти, каким он будет человеком, будет зависеть будущее всего рода. Какой он охотник, какой он человек, как человек, благородный, неблагородный. Все это воспитывается с малых лет. Нельзя говорить громко, нельзя смотреть на людей свысока, нельзя. Но очень много нельзя в воспитании детей. Человек все равно себя должен держать в рамках дозволенного, которое идет обычаями и правилами жизни наших предков. Поэтому вот то, что мы сегодня говорим, что нить, которая передана нашими предками, не должна прерываться, а это жизнь, кочевая жизнь, это жизнь людей на природе. Вот мы уже немного теряем, это нас беспокоит, поэтому на уровне правительства и парламента ставим вопросы о сохранении кочевого образа жизни. И благодаря поддержке наших первых руководителей республики мы имеем законы о кочевой семье, о кочевой школе. И, конечно же, самый главный закон у нас о северном оленеводстве. Парламентская деятельность Елены Христофоровны началась в 2008 году, когда она, завоевав большинство голосов избирателей по Северному национальному округу номер 33, была избрана народным депутатом Республики Саха-Якутия. С тех пор она стоит на страже интересов и чаяний всех северян. Приветливая и доброжелательная, открытая и чистосердечная, по-матерински добрая, тем не менее, она обладает настойчивым и твердым характером, который помогает добиться результата в любых делах. Я в душе очень мягкая женщина была. Ну, до 2008 года, может быть. А потом уже слишком мягкой быть вот в этой работе ничего не добьешься. Потому что есть вопросы, которые надо ставить напористо, есть вопросы, которые необходимо доказывать, и есть вопросы, которые вообще не понимаются
вот иногда, мне кажется так, коллегами, да, но приходит время, когда целенаправленно ставишь один раз, второй раз, третий раз уже по-другому. Проходит время, и уже решается вопрос. И такое облегчение для души, потому что, понимаешь, за этими финансовыми средствами, которые пойдут, или за той статьей, которая в законе, а закон — это правила жизни, которые устанавливаются на уровне территории, да, своего региона. Таких законов, например, о кочевой семье, или об этнологической экспертизе, или о социальной ответственности большого бизнеса перед территорией. Такого закона в других регионах нету. Это именно вот этого парламента законы, которые приняты. И я думаю, каждый народный депутат, который сидит в этом зале, это боец своей территории. День народного депутата начинается со встречи с избирателями. Глава родовой общины просит содействия в решении проблемы с оформлением документов на лечение ребенка. Одновременно решается вопрос о памятнике видному эвенскому деятелю Роману Шадрину. Все четко и ясно. Договоренности достигнуты. Избиратели очень ценят это качество своего депутата. Для нее нет понятия маленькой проблемы. Каждый вопрос должен быть решен и доведен до логического завершения. Елена Христофоровна является президентом Федерации Северного Многоборья. Сегодня в Мадуне открывается спартакиада. Приехали юные спортсмены из всех северных районов. Престиж спортивных соревнований высок. Ребята настроены получить хорошие результаты и звания мастеров спорта. Елена Христофоровна напутствует спортсменов и искренне радуется встрече. Вас направили на эти соревнования как лучшего спортсмена района. Спасибо всем, и пусть победит сильнейший. Путь в большую политику – это было обдуманное и взвешенное решение. Пришло время, когда надо было брать ответственность за судьбы Северного края. Трудовая деятельность Елены Христофоровны началась в родном Оленёкском районе учителем начальных классов. Затем долгий период работы начальником управления образования, председателем районного совета депутатов. Беспокойная, деятельная натура нашей героини требовала перемен и движения. И в 2008 году было принято решение баллотироваться в депутаты по Северному округу. Решение было не спонтанным. Этот зал напоминает бурные обсуждения по вопросу об образовании. Почти 2,5 часа шло. Вот убрать национально-региональные компоненты, не убрать. Но не вот надо было убрать. Вот в первом чтении мы убрали, вот поэтому вот такой вопрос стал. Но мы собрались. Это вопрос, который надо было все равно решать. И второе, это когда мы обсуждали вопрос о государственной поддержке предпринимательства в Российской Федерации. Была создана рабочая комиссия под руководством Петра Васильевича Гоголева, председателя парламента Республики Александра Николаевича Рыжкова. И парламент выдвинул 12 предложений, но прежде чем эти предложения выдвинуть, необходимо было сделать анализ этого законопроекта, который был внесен на обсуждение. И все 70 депутатов после моего выступления, анализа, да, проголосовали против законопроекта. А этого завтра нам лететь, обсуждать на уровне Государственной Думы Российской Федерации. И мне пришлось вот попросить председателя парламента вернуться к обсуждению
переголосованию. Кто-то с зала кричит: нет, нельзя, это несерьезно. Потом я говорю: это очень серьезно, потому что нам надо идти завтра в Москву с документом, что мы, да, поддерживаем, но у нас есть предложения свои. Вот как в законе об образовании. Без предложений, без обоснований этого нельзя делать. Спасибо моим коллегам. Они, значит, поняли ситуацию, вернулись к переголосованию, и все единогласно проголосовали второй раз за. Благодаря вот тому, что была поддержка наших народных депутатов, из 12 предложений мы 7 пропустили. Это очень хороший результат, потому что без поддержки ничего не добьешься. Елена Христофоровна всю свою жизнь и знания и опыт целиком посвятила служению социально-экономического, образовательного и уровня, кроме того, осуществлению очень правильной, продуманной государственной политики в области и образования, и национальных отношений по вопросам коренных малочисленных народов Севера. Это их кредо. И в этом вопросе она как рыба в воде. Все знает, как и когда, что говорить, и как отвечать, и как вести себя, и даже как одеваться, и так далее, и так далее. В общем, она всем своим обликом представляет славную дочь всего Крайнего Севера и всей тундры. Мы говорим, это наша Елена Христофоровна Гономарева. А раз она там появилась, значит, она скажет правду в глаза. И в этом заключается ее человеческая мудрость, ценность и дальновидность. Глубинное знание проблем Севера, профессиональный и общественный опыт легли в основу деятельности Елены Христофоровны. Сегодня она является одним из самых опытных и эффективных депутатов. С ее участием были инициированы и приняты уникальные законы, направленные на защиту интересов жителей Арктики, коренных малочисленных народов Севера, например, такие, как закон об этнологической экспертизе. Дает вам право, которыми вы должны умело пользоваться. И на своем уровне принимать решения, положения по каждому, может быть, даже пункту статьи. И закон об этнологической экспертизе один из самых, можно сказать, передовых законов, который дает нам право чувствовать себя настоящими хозяевами этих территорий. Елена Христофоровна приняла деятельное участие в разработке стратегических документов республики, определивших перспективы развития арктической зоны Якутии. При ее непосредственном участии парламент республики вырабатывает предложения в федеральное законодательство в сфере арктической стратегии России. Вот среди таких активных, умных, очень образованных, хорошо целеустремленных женщин есть депутат Арктики, я прямо так ее и зову, наша Елена Христофоровна. Я хочу сказать, что Елена Христофоровна практически как депутат на своем месте. Я даже как-то в шутку говорила, что 24 часа, 7 суток и все 365 дней Арктика. Один вопрос. Вот на повестке у вас только один вопрос. Но на любые вопросы, которые касаются Арктики, проблем, я думаю, что человека больше, чем она, который разбирается, который выступает, который ставит эти вопросы. Я думаю, сегодня у нас в республике мало кто, наверное, может с ней потягаться. Не я одна к Елене Христофоровне отношусь с такой любовью, с интересом. Я думаю, что очень много людей ее уважают именно вот за это ее такое неравнодушное отношение к делу. Елена Христофоровна возглавляет общественную приемную председателя партии «Единая Россия» в Якутии.
С присущей ей открытостью, стремлением в любой ситуации ставить превыше всего интересы граждан, она сумела организовать работу так, что люди, обращаясь с самыми сложными жизненными проблемами, всегда находят здесь поддержку. Одним из важнейших направлений стало решение проблем обманутых дольщиков. Благодаря ее настойчивости, умению наладить системную работу, сотни якутян, одними из первых в стране, восстановили свои права. Мы вышли на федеральный уровень через законы, федеральные законы по вопросам строительства. Первыми по всей стране у нас был создан фонд, дольщиков мы называем фонд. 100 человек уже получили свои квартиры. Благодаря вот правильному, грамотному решению, поддержке правительства, главы республики, мы, можем сказать, решили. И с Госдумы приезжали депутаты, которые специально смотрели, какая у нас работа проводится, как мы этот вопрос решили. Ну и, конечно, мы очень благодарны Галине Иннокентьевне Датчиковой, которая всегда помогает по всем федеральным вопросам, которые идут с нашей стороны, как приемная партия «Единая Россия». Сдвинуть с места годами нерешаемую острейшую проблему можно только проявляя неравнодушие и искреннее сопереживание, сочувствие людям. Депутаты идут с одной целью, чтобы решать какие-то проблемные вопросы. Ну, это пусть будет вопрос о строительстве, то, что мы обсуждаем, инвестбюджет здесь, да, в этих стенах. А есть еще одно направление работы, которое не фиксируется и не поднимается. Занимаются народные депутаты этими вопросами или это просьбы избирателей. Нету таких больших или малых вопросов. Все вопросы, которые идут, должны быть в работе народного депутата. И изречение депутаты – это слуги народа. В какой-то мере они правильные. Рабочий день идет согласно графику. В обеденный перерыв можно уделить время своему любимому хобби. Творческая натура Елены Христофоровны требует выхода. И в череде важных государственных дел несколько минут, проведенных в мастерской, придают еще больше сил. Тонко вьется линия под кистью, рождая новый виток и новый узор. Так и в жизни даже самый неприметный штрих решает многое, если не все. Елена Христофоровна обладает красивым и сильным голосом. Сама пишет стихи, проникновенные и добрые. Пусть их немного, не целая книга, но тем они и ценнее. Добрым нравом и умелым трудом славятся гордых эвенков потомки. Говорят, что живут они мирно и дружно в низовьях реки Оленек-Хатун, меж громадин скалистых гор. Воспевают они в напевах родных чудеса распрекрасной природы, где в бескрайних просторах тундры летит быстроногий олень, и о людях реки Оленек-Хатун слагаются песни с душой. Когда наступает первый день заветного Нового года и уходит уставший от вечных забот старый год, на широкой равнине реки Оленек собирается радостно весь народ. По обычаю предков ставят шатер, а потом всем миром и друзья, и родня обращаются к верхним своим божествам, воздавая хвалу за безбедные дни, отмечая снова начало пути. Да будет же добрым этот путь, полный надежды и света,
Да будут же крепкими наши загоны для тысячи вольных оленей. Пусть скажут, что лучшие люди на свете – мои оленёкцы родные. Идите уверенным шагом к ярким и вечным победам. Рабочее совещание. Надо принять несколько решений, позвонить и договориться с нужными людьми. С разными вопросами обращаются избиратели, и с житейскими, и с бытовыми. Иногда только вмешательство народного депутата помогает сдвинуть дело с места. За неделю поступает до 10-15 обращений. Избирательный округ сложный. Арктические улусы – это дальние расстояния, бездорожья, сложная обстановка и погодные условия одни из самых непростых. За годы работы Елене Христофоровне приходилось добираться до самых дальних мест. На снегоходах, оленьих упряжках. Самый комфортабельный вид транспорта – это вездеходы и верные уазики. И везде встречают как родную, возлагая надежды и чаяния на помощь и поддержку в самых разных ситуациях. За каждым человеком это десятки тысяч человек. Это люди, которые взяли ответственность за свою территорию, за судьбы этих людей. И каждый имеет свою историю жизни. И каждый, если так взять, да, просто так народ не выбирает. Поэтому своих коллег, народных депутатов, я очень уважаю. Настоящая дочь своего народа Елена Христофоровна очень тесно связана с родным оленьком. В разные моменты жизни, в радости и в горести, мысленно обращается она к заветным местам. Чистые воды игривой речки, неприступная мощь каменных исполинов, вольготная и широкая тундра придают сил и энергии. Конституцией Республики Саха-Якутия каждому народному депутату дано уникальное право законодательной инициативы, являющейся самым важным в деятельности народного избранника. И этим правом Елена Христофоровна пользуется более чем эффективно. Она автор 67 проектов законов республики. Вопросы Арктики, этих территорий очень важны. И именно нашим комитетом вот эти вопросы анализируется, мониторится. И сложности, к сожалению, по программам стратегии развития и так далее, все это ложится на плечи нашего комитета. Неординарное мышление и бесконечная созидательная энергия, верность традициям и стремление идти в ногу с технологическим прогрессом, умение грамотно организовать работу и способность всегда быть в курсе всех новаций неизменно предопределяют успешность ее начинаний.